Барлықтарыңызға сәлем. В этом видео я хочу рассказать вам об отрицательной форме глагола, как она образуется во всех временах. Как мы образуем отрицательную форму глагола? Для начала мы берем любой глагол, откидываем «у», добавляем суффиксы «маме», «бабе», «папе», одну из 6 и плюс время и плюс личное окончание. Чтобы было понятно, сразу давайте приведем пример. Например, глагол «бару» – «идти». Так, теперь нам нужно сказать «я не иду на работу» или «я завтра не пойду на работу». Мен ертең завтра жұмысқа на работу. И здесь будет глагол бар май ман. Смотрим внимательно, что мы сделали. Мы убрали «у», так как это неопределенная форма глагола. Бар – корень. Корню сразу добавила суффикс «ма». Да, вот корень и сразу сделали отрицательную форму «ма». Почему «ма»? Потому что после звуков «л», «р», «и», «у» мы добавляем либо «ма», либо «ме». Так как корень «бар» у меня твердое, я добавляю суффикс «ма». Бар-ма. Если это настоящее время, то добавляю и краткую. И краткое – это настоящее время. И плюс «м» – личное окончание. Получается, вернемся вот сюда, время. Если это будет настоящее время, то мы все время будем добавлять и краткую. А если это будет прошедшее время, то мы все время будем добавлять либо «да», либо «д». Потому что «да» – это суффиксы прошедшего времени. А «и» откуда берется? Потому что настоящее обычное время, чтобы образовать настоящее обычное время, мы к глаголу добавляем суффиксы «а», «е» и краткую. И оттуда мы берем только «и» краткую. Бармайман. Бармайман означает «не пойду на работу завтра» и «вообще не иду на работу». Мен жұмысқа бармаймын. Хорошо. Теперь нам нужно сказать «я вчера не ходил на работу». Вчера это кеше, жұмысқа барма. Здесь будет что? «д» и будет «м». Как это так получилось? Вот глагол бар, корень, «у» нету, убрали. Также «ма» сразу отрицательную форму добавили. И показываем время. «д» это прошедшее время и плюс личное окончание «м». Если вспомнить прошедшее время, то личное окончание в прошедшем времени не «м», а «м». Вот оно и здесь сохраняется. То есть выходит такая теория. Для того, чтобы образовать отрицательную форму, мы берем любой глагол первый, любой глагол, да, откидываем «у», добавляем отрицательные суффиксы «маме», «бабе», плюс время, прошедшее или настоящее, будущее, и плюс личные окончания в зависимости от времени. Если это прошедшее время, то «м», «н», «з». Если это настоящее, будущее время, то «мн», «сын», «сыс», как обычно. Обратите внимание на эти звуки. «Маме» добавляем после всех гласных и после согласных «л», «и», «р», «у», то есть после этих мы добавляем «маме». «Бабе» добавляем только после «з», «м», «н», «н», и «папе» после «к», «х», «п», «ф», «т», «ш», «с» после глухих. Конечно, выучить со звуками это очень тяжело, нужно понимать интуитивно, как бы все дается практикой. Поэтому мы особо не паримся по поводу звуков, а учим интуитивно. Как бы звук подбирает себе подобного, все должно быть гармонично, красиво по звучанию. Давайте возьмем глагол айту. Айту это сказать. Так, возьмем глагол сөйлесу. Давайте попробуем, как эти глаголы будут меняться. Смотрите, айт, у убираем,
плюс сразу идет отрицание. Так как т, вот т, у нас глухой согласный, у нас на варианте либо па, либо пе. Так как у нас корень глагола твердое а, мы добавляем па, а не пе. Не айтпедом, да, а айтпадом. Если это настоящее будущее время и краткое, все по формуле, и плюс личное окончание м. Ну, если я не сказала. Не скажу точнее. Мен айтпаймен. Я не скажу. Дальше нам нужно сказать я не сказала в прошедшем времени. Также айт, па. Здесь уже не и краткое, а д будет. Почему? Потому что д показатель прошедшего времени. И плюс личное окончание м. Потому что м добавляется в прошедшем времени. Хорошо? Запоминаем. Айтпаймен – будущее и настоящее время. Айтпадом – прошедшее время. Так, хорошо. Теперь еще один глагол. Сөйлесу. Допустим, я не буду разговаривать с тобой. Сөйлес. У мы убрали. Опять у нас с глухой согласный. У нас либо па, либо пе. Мы добавляем пе. Почему? Потому что в и е мягкие гласные. Не сөйлеспаймен, а сөйлеспеймен. Мягко. Добавляю и краткую, потому что это настоящее или будущее время. Добавляю мен. Сөйлеспеймен. Не буду разговаривать с тобой. Мен сенімен сөйлеспеймен. Я с тобой не разговаривал, допустим, 3 дня. Сөйлес остается, пе остается, поменяется только время, д, и плюс личное окончание м. Сөйлеспедім. Мен сенімен 3 күн сөйлеспедім. Я с тобой не разговаривал 3 дня. Давайте возьмем третий глагол. Жазу – это писать. Я не буду писать. Мен, жаз, да, мы убрали, жз, смотрим z, вот оно отсюда. Звонкий, значит либо ба, либо бе. Жаз, ба, если настоящее или будущее время, и краткое, и плюс ман. Ман. Я тебе не буду писать. Мен саган жаз байман. Теперь я тебе не писала. Мен саган жаз ба, вот, да, прошедшее время, м. Жазбадым, я тебе не писала. Жазбадым. То есть вы всегда будете смотреть на последний звук глагола, и в зависимости от этого звука вы будете добавлять либо маме, либо бабе, либо папе.